Друзья, привет всем! Я только что вернулся из рейса, о котором будет это видео. Я еще нахожусь в машине, я даже не был дома. Сейчас я в Хабаровске. Ребята, я съездил на Якутск. Я решил запилить видосик новый, чтобы не тянуть кота за хвост. Вот. Ну что, ребятки, приятного просмотра. Господа, настал тот час. Выдвигаюсь. Сейчас до кафешечки покушаю. И все, на Якутию, друзья мои. Якутия ждет. А колеса куда? Колеса сейчас загрузим сюда. Наконец-то движуха. Соскучился уже по рулю. Ладно, по еде соскучился уже. Один раз заказывал себе китайку. Надо сейчас заехать нормально поесть. Что ждет меня в этом рейсе? Никто не знает. Снеговая падь, красавица. До свидания, Владивосток. Сегодня, ребятки, 19 октября 2020 год. Тепло. Посмотрим температурочку. Сейчас взгляну. Плюс 18 градусов на улице температура. Мы отправляемся в Якутск. Там, где снега и уже мороз. Ну что, ребятушки, вот я и доехал почти до Хабаровска, поселок Корфовский. Зайду к любимой теще своей. Дорога теперь сейчас объездная вокруг поселка. Не знаю, тут особо-то бизнеса и не было, а сейчас вообще, наверное, упадок. Сходил я к маме своей, теще любимой. Поехал дальше. Честно говоря, состояние такое, сейчас бы поспать, вот прям такое, прям по-честному поспать. Но не до этого. Сегодня предстоит тяжелый день еще. Радиатор менять, ребятки. Еще антифриз покупать и так далее. Дофига дел. Как говорится, пришло время пролить воду. Будем сливать воду с радиатора. Смотрите, он у меня на воде даже течет. Тут я его тут клеил. Короче, все это держится. Кстати, холодная сварка держится, но пропускает. Толку от нее немного. Значит, с блока вон там есть слив, пробочка. И с радиатора. Сейчас буду снимать, короче, кулер, все дела. Сейчас все это отдавать патрубки. Не знаю, насколько это зрелищно, но выглядит необычно. Весь антифриз вытек. Шутка, там антифризом уже, по-моему, даже и не пахнет. Вода, блин.
Бедная помпа, сказал Вова. Ребятки, всем доброго. Короче, супруга моя привезла меня, любимая. Из-за этой штуки я вчера не смог собрать радиатор, я его приклеил. И получается, что он его отклеить вот так вот. И он уже твердый, я считаю. Поэтому я взял вот таких вот штук у себя в гараже, самоклеящихся. Друг на друга приклею во сколько? В 2 или в 3 слоя. Как раз он будет компенсировать вот это вот расстояние, и он даже будет более мягким, так скажем. Ну, думаю, сойдет вместо пробки. Так, видели такого Форда? Я еще подъезжаю, думаю, что за машина? Самоделка, что ли? Зелок какой-то. Причем спальничек у Форда-то, вы посмотрите какой. Мама, не горюй. Это просто обалдеть. Больше, чем у Френча. Я таких вообще не видал спальников. Смотрите, какой он громадный. Вот он где заканчивается. Вот в этом месте. Смотрится весьма неплохо. Только решеточка такая у меня тусклая. Приезжал Виталян ко мне попроведать. Мы же все-таки в Хабаровске живем. Это его, кстати, кто не знает. Индеец. Так, ну что, какой смысл у нас тут? Ребята, вот 3 таких штуки, там еще одна здесь вот вложена. Вот в ламель, вон там ее видно. Вот они самоклеящиеся. В принципе, подобрал по размеру. Должно работать. Нижнюю я уже поставил, так, тугенькая, ну не очень прям так, чтобы чрезмерно, поэтому само то место вот этой вот твердой штуки. Все, сейчас вторую рамку собираю радиатор. Ответственный момент. Еще даже воздух не накачался, только завел. Ничего пока не течет. Куда этот радиатор, не знаю. Ладно, подумал. 40 литров антифриза зашло, 10 осталось, я брал 50. У меня есть пробка, нормальная, новая. Я что-то не рискую ее ставить пока. Вот эта без резинки, она не держит. Она продувает в обе стороны, клапан там уже не работает. Эта еще штука уходит потихоньку. Надо будет, я думаю, удалить еще 5-очку. 5 в запас останется. Ну пока нормально. Пока. Лишь проверяли. Ребята с Бельзона, они мастера. Все сухо. Все хорошо. Правильно. Даже в воротник чихнул. Все, говорит, хорошо был. Поехали на Якутию, говорю. Все, ребятки, собираю вещи, умываю руки, наверное, лицо. И думаю, что надо двигать. На Обурейске сегодня пройти надо. Итак, сегодня 21 октября. Паромы говорят, что подорожали уже. Все. В путь. 5 часов вечера. 12:69. Выезжаем в сторону Новобурейска. Сегодня мы должны его пересечь. Чтобы было нам счастье. По телефону только что прислала МЧС. Гололед, ветер. В общем, в Хабаровском крае. Дальше не знаю. Но мы покидаем Хабаровский край. Сейчас пересечем мостик. И все. Вот и мостик. Как говорится, стартуем. Пока снега нету, дождя нет. Погода была вроде бы неплохая. Но МЧС предупреждала. Еще, друзья, я поражаюсь упорству людей, которые живут на левом берегу. И у них постоянно дача здесь. И постоянно это топит. Просто поражаюсь, ребята, ихнему энтузиазму и
упорству. Это не то, что про меня вы говорите, вот, Вова, ты такой молодец, такой терпеливый, столько с машиной. По-моему, тут все оптимально, нормально с машиной, это в порядке вещей. Но чтобы вот такое каждый год затапливает, это ж дома. Они там, не знаю, гниют, там все заливает, мебель. И они уже готовы, все это поднимают все наверх, все убирают, чтобы ничего не портилось. Дорога, видите, уже появилась. А все это было под водой недавно, представляете? С парнем пообщался. Прицепу 2019 года, но с завода забрали месяц назад только его. По документам 2019. Вообще новый, нулевый. И машине столько же. Машина КамАЗ, самый последний. Я не знаю, даже надо посмотреть на него, как он выглядит. Тоже месяц. Но самое интересное, я не могу понять, что за фирма прицепа. Ну, вроде как не Шмидт. Другая концепция у него. Cargo Line. СТТМ Cargo Line. Что-то раньше не встречался. 14-й регион. Короче, КамАЗ выглядит как последний Мерседес. Ну, почти. Ну, на самом деле, так оно, наверное, и есть. На Медведе, господа, смотрите, машин почти нету. Одна на шиномонтажке стоит и все. Время 6:30. Едем дальше. Хочу покушать. На Коляна заеду. У Коляна, друзья. Новобур, ребята, утро. 8 часов 10 минут. Поспал. Температура. Интересно. Ночью было плюс 7, а сейчас плюс 2. Удивительно, но факт. 0 градусов. Проехали в Ажаевку, Белогорск. Поворот на Белогорск. Короче, здесь вот так. Друзья мои, первая изморозь. По рации никто ничего не говорит, но навстречу проехал КамАЗ с заснеженной мордой. Так что я встречаю зиму. До этого еще нигде не видел. В наших краях. Хабаровский, Уссурийский, Приморский край. Так что покажу вам зиму, ребятки. Подъезжаем к развязочке Новокиевский увал. Вот уже и сопочки пошли. Звонил Жека, братцы. Говорит, где-то по трассе страшный гололед. От Сиваков и куда-то там и дальше. Ну что, посмотрим. Что, господа, неподтвержденные факты начинают подтверждаться. Спрашивал по рации. Да, говорит, от Сиваков гололед. Мы до Сивакова еще не доехали, но уже предпосылки к этому есть. КамАЗ едет, коптит. Я вот думаю, как вот животные будут кушать это сено. Это не вредно им будет. Молоко нормальное потом будет у них. Представьте. Еще, ребятки, не доехали до хуторка, до Сиваков. Доходы не то же самое, что капитал. Вон туда ушла машинка. Ребятки, пока едем по скользкой дороге, оно не ясно, как оно может быть, пока мы не начнем тормозить. Ну, вы все это прекрасно знаете. Но не забывайте про обычный такой лайфхак, что ли. Притормозите и попробуйте, стоит ли вам ехать с такой скоростью или нет. Да, ребятки, здесь гололед, который не растаял. Прям гололед сильнейший. При условии, что температура +1, это очень скользко. Дактуй.
Большой невер. Время на дворе 17:54. 6 часов вечера, грубо говоря. Я даже не знаю, наверное, даже останавливаться не буду. Поеду дальше в Тынду, друзья. Не знаю, там дорожки улучшились. Альдогой уже другой. Уже нету Альдогоя, ребятки. Уже и веселые сверху по мосту. В общем, и через Тынду новая дорога. Уже не через объездную. Все, ребятки, сворачиваем на север. Конкретно на север. Не был я здесь недели 3, наверное. Еще тепло было последний раз, когда я был. А сейчас уже и снег, и морозы. Быстро здесь наступает зима. Вечером Соловьевск в некоторых местах тоже симпатичный. Доска почета, да? Музей. Близко. Ребятки, только проснулся. Значит, перед Тындой кафе «Дворик». Термометр был минус 20, когда мотор не заводил. Значит, заглушил я вчера ее часов в 10 вечера. Примерно. Или пол-11, да, где-то примерно так. И вот завел утром 6:15. Завелась с полпинка. Ну что, господа, поедем первый раз после реконструкции. Тут раньше был очень крутой подъем, а сейчас посмотрим. Во-первых, он стал широкий. Раньше был в 2 раза уже. Просто была узенькая дорожка на 2 полосы. Ну да, ребятки, серьезно поработали над перевалом. И не узнать его совсем. А вот и Тында. Практически напрямую, друзья. Не то, что в этот объезд. Объезд был, конечно, жесткий. Но тут уже всем знакомые места. Тут как было, так осталось. Ну, по-моему, тоже расширили, нет? Да нет, примерно так же все. Вот и шинка, шиномонтажечка. Всем известная. Здесь будут расширять, ребята, еще не успели. Будут, видите? Реконстракшн. Смотрите. Все, мост уже весь готов. То есть переброшен на другую сторону. Во как. Друзья, это место называется На Крестике. Тында вон там наверху. Значит, сейчас я только что накачивал колеса. Мне показалось, что заднее пустое, но оно не было пустым. Я постучал, но оно было слабовато. Подкачал, но как бы особо ничего не изменилось. Все нормально. Смотрите про наледи. Наледи, ребятки. Брызговики нужны. Я ничего не хочу сказать, ребят. 100%. И они будут. Стелла Тынды, конечно, выглядит не очень, ребятки. Причина, по которой они поставили на бок этот кубик, не ясна. Но человек едет, я смотрю, очень аккуратно. И прям на каждой кочке прям, смотрите, такое неприятное ощущение, наверное, у водителя. Ребят, про этот мост и объездик я говорил. Не знаю, будет ли тут веселье зимой. Но вполне вероятно, что может быть, если будет плохо посыпать. Думаю, дорожники понимают. Ну что, ребятки, вот и лапри. На лапрях покушал. Так, братцы, здесь был такой подиум бетонный. Его уже и не видать. Смотрите, насколько дорога выше стала. Да, меняется все. Смотрите, как глобально все, а? Глобально, друзья. Ну что, здесь тогда сигаретка, не знаю, это дань, печенюха и деньги.
13 рублей. 10, 1 и 2. Ветра нет сильного. Погодка замечательная. Я смотрю, тут отсыпали. Поломали немного деревья, да? Отсыпка была. Ну что, вот они, столбики, канавязи. Что, Якутия, привет! Привет, Якутия! Спасибо за теплую встречу, за радужный прием. Поедем мы дальше. Инаглинский ГОК находится здесь, за Чульманом. А река Инаглия чуть дальше поселка Соловьевск, если в эту сторону. Интересно, да? Красота, природа. Такие размахи. Всегда глаз радуется, когда смотришь на такое. Нормальная зимняя якутская дорога. Вот она. Братцы, вот он, знаменитый Чурмакан. На улице сейчас тепло. Где-то 2 мороза. Ветра как такового сильно нету. Машинка он ползет. Красотища. Красотища. С этой стороны 422, а с другой стороны 422. Ну что, братцы, побывали вы со мной на Чурмакане. Сегодня 23 октября 2020 год. Стоит машинка, газелька, габариты включены. Давненько уже стоит, наверное, автономка и так далее. Потому что, видели, снег уже обчистили вокруг нее. Смотрите, собаки бежали оттуда, снизу. Вот они. Они знают, что им тут, когда кто-то останавливается, им что-то дают. Сейчас я им покормлю, дам им колбасы. Все, покормил колбасой. Все, пока. Ну что, ребятушки, скоро мы увидим красавца Тита. Смотрите, как отсыпано. Отсыпано как летом. Подбираемся к вершине. Думаю, здесь стоит заснять. Иду на 3-й, пока не напрягался он нигде особо. Смотрите, какой красавчик. 23 октября 2020 год. Конец осени. Красавчик. Так и хочется передачку 4-енькую. Да? На полочке. Не, ребятки. Ну, как говорится, уже ученые. Не забываем брать левее. Сверху никого. Никого. Берем левее. Пошла нагрузка.
Педаль еще не в пол. 1500 держу. Видите, тут ямки уже накопаны. Так, педаль сильнее приглубил. В принципе, на третий без напрягов идет. Да и нормально, я думаю. Зато я проехал себе спокойно. Ни одного рывка у меня не было на подъем. Ничего я не дергал тут, не мучил трансмиссию. Тит, можно сказать, преодолен. Едем дальше. Ну что, братцы, вот она, финишная прямая, вот аллея, Алданская аллея с фонарями. Переночую-ка я здесь, пораньше встану, поеду дальше. Осталось бы место только, чтобы было, и все. Машинки стоят, а места вроде бы есть. Здесь можно стать. Вон там можно стать возле знака. Стану я возле знака, ребятки. Вот где Краузер. Это Гиви. У Гиви купил шапку Фрейтлайнер, причем утепленная, ребятки, утепленная такая, знаете, с ушами. Уши можно вытащить и будет вообще тепло. Ну так, по-быстренькому куда-то там сбегать, магазин тот же, да. Каждый раз, когда к Гиве захожу, постоянно что-нибудь покупаю. Я говорю, есть что-нибудь на Фрейтлайнер? Он думал. Говорит, куртка. Оказывается, не куртка, а эти ламбрикены. Ну, в общем, ламбрикены не подошли мне, потому что они прямые, а у меня с вырезом под часы, видите. Вот, а у него прямые вот такие. Вот. Значит, что еще хочу сказать. Только что познакомился с парнем. Зовут Дима, подписчик. Кстати, он остановился. Зашел к Гиви. Поздоровался. Специально зашел, чтобы поздороваться. Ладно, сейчас я чаек, наверное, поставлю. Поужинаю и, наверное, буду спать. Посплю часиков до 4 утра и потом двину дальше. Ребятки, наверное, это важно для фильма, для художественного. 3 часа 18 минут. В общем, планар у меня выеживается давно. Буквально уже не знаю сколько, но полгода, наверное, выеживается. Вот он запускается раза с 20-го, а то и с 40-го, а то, может, вообще не запускается. Короче, я решил найти сетки, посмотреть, продиагностировать. Мотор работает нормально, тепло от него, но солярки-то уходит не слабо. Поэтому я решил сейчас поменять сеточку для начала. Нашел свои сеточки, несколько штук. И еще мне, значит, подписчик мой подарил, помните, на домике у дороги. Сейчас у меня их 4. Ладно, сеточка будем пробовать вытаскивать. Я уже пробую, она не вытаскивается нормально. Она вытаскивается очень сложно, ребята. Вот она. Я там уже ее сейчас подковырял отверткой. Вытаскиваю эту сетку. Самое главное еще, момент важный. Ее, когда вытаскиваешь, нужно в определенном порядке вытащить. То есть посмотреть, с какой стороны у нее там было окошко. Есть окошечко, я вам потом покажу. Вот она не лезет. Вообще тяжело вытаскивается. Кто так придумал вообще, а? Кто это все придумал? Я ее просто попробовал сначала так подшевелить, аккуратненько, думаю, может, выйдет. Нет. Я уже ее загнул. Вот так вот. Загнул. И вот хорошо у меня круглогубцы, но мне пришлось открывать тут полностью рундук, все это вытаскивать. Вот, смотрите.
пытаюсь ее вытащить, она идет с большим трудом. С большим, ребятки. Вот. Что у нас там внутри? Честно говоря, не ясно, что там внутри. Вообще не ясно. А вот, собственно говоря, сетка. Да и на вид она вроде нормальная. Значит, вот тут у нее окошечко есть, видите, внизу, вот оно, окошко. Этим окошком нужно поставить так же, как было. А было это все примерно вот так. Теперь запоминаем, где это окно. Окно идет на ту сторону. Зачем? Не ясно. В ту. Там вообще что-то валяется, какой-то шлак, там вообще что-то закоксовано. Хрен его знает. Так, ну в общем, окошко было в ту сторону, друзья мои. Туда. Вот к этой части, к вентилятору. А тут у меня кусок что-то вентилятора отгрызен, да? В нескольких местах. Очень интересно, согласитесь? Здесь не хватает. И тут. Это так должно быть? Там как будто что-то валяется, друзья. Что там валяется, не ясно. Чтобы его разобрать, нужно его открутить снизу. Но я пока не буду этого делать. Потом. Это уже более серьезный ремонт будет. Не сейчас. Программа. Первое деление. На первом она у меня чаще всего запускалась. Холодный воздух, продувка идет. Ждем второй запуск. Не знаю, для режима номер 1 слишком большие обороты, но воздух пошел горячий. Может, со второго раза получится запуститься. Сейчас воздух пошел горячий, но идет режим продувки, потому что шумит сильно. Может, правда, сетка была хреновая, а? Фиг знает. Но воздух прям аж кипяток пошел. Вот. Аж рука почти не терпит. Удивительно, но факт. Почему он так долго дует горячим, не ясно. Вот прям дует и все, горячим прям. Вообще кипяток. Странно. А если ему подкинуть больше оборотов, тогда что будет? Ладно, ждем еще, допустим, до 40 минут. 3 минуты еще ждем. Значит так, ребятки, наступило 40 минут. Еще 3 минуты прошло. Обороты упали, но воздух жарит горячий. Че, неужели заработал? Причем запустился с первого раза после того, как я поменял сетку.
Заталкивал я туда сетку. Значит, пальцем она не идет. Вот головка на 8. Сатовский набор. Вот так вот. Раз, прижал, и она затолкалась. Ну, в общем, воздух дует горячим. Малые обороты поддерживаются. На малых. Сейчас добавлю, допустим, на максималку. Посмотрю, будет ли сбой, там режим там какой-то собьется, пламя там слетит или еще что-то. Все, ставлю на максимум и смотрим, что будет. Обороты увеличиваются. Пока собираю планара. Вопрос, какой стороной он был. Любой. Он одинаковый. Так. Здесь. То же самое, одинаковый. Ну, сверху и снизу вот эти дырочки. Все, защелкнулся. Так, ребятки, обороты растут. Печка жарит. Что, неужели только сеточка всего лишь виной была, а? Сколько бы их было обучения, блин. Запускать его по 30 раз. А тут всего лишь навсего сеточка, друзья. Ну, в общем, имейте в виду. Может, еще какие-то проблемы у кого-то есть. Но я уже ночью, он встал, ребятки, не выдержал. Думаю, ну его нафиг. Сколько уже можно, друзья мои. В общем, я сеточку эту сплющил, ребят, чтобы можно было зацепиться этими круглогубцами. И вытащил. Вытащил под прямым, то есть прямо. Чтобы понять, как она располагалась там. Чтобы поставить другую сетку точно так же. Ну все, не знаю, планар работает. Не знаю, будет ли он потом запускаться. Но вот сейчас он запустился с первого раза и работает. 4 защелочки, 2 крышечки, ничего сложного. Все, ребят, собираюсь и все, наверное, еще посплю часа 2, может 3. Спокойной мне ночи или доброго утра. Машину заглушил. Планар дует, руку аж не подставит. Братцы, доброе утро. Утро позднее. Ничего страшного. Мне ехать весь день еще сегодня до Якутска, поэтому я по-любому успеваю. Я еще приеду раньше, чем поздно. До Якутска 525 километров. Я еще в Алдане, поднимаюсь на Верхний Алдан. Значит, печка работала всю ночь вот так вот. Все режимы, что хочешь. Всего лишь сеточка. Ну, я не знаю, неужели за год сеточка убивается? Имейте в виду, может быть, это от плохой солярки там или еще как. За год сетка убивается. Забивается. Сегодня мне моя любимая супруга прислала фотографию, что в Хабаровске выпал снег. Вчера был дождь вечером, а утром посмотрел в окно и вот так же все почти. Предыдущее мое видео, когда я сюда приезжал, тут еще снегом и не пахло. Здесь была зеленая трава и листья. 3 недели всего, друзья. И становится вот так. Верхний Алдан. Друзья, ближе к Томоту. Ну не прелесть ли, а? Смотрите, какие елочки нарядные. Братцы, это Томот. Стоит всего лишь 2 машинки. Зашторенные, спят. Томот. Не знаю, что мне надо. Мне, наверное, ничего не надо, ребята. Поеду, наверное, я дальше, друзья. Такого, по-моему, ни разу не было, чтобы я здесь не выходил. Алдан, реченька уже прихватывается, друзья. Смотрите, уже не то что шуга, а уже пол реки замерзла. И смотрите, как хорошо смотрится церквушечка на белом фоне. Как в старые добрые времена, да? Прохожу пост ГАИ, тут такой нежданчик. Хлоп! Что хочешь, то и думай. Все, что не делается, друзья, все к лучшему. Дорога лучше стала. Значит, и еще лучше будет. Канадца. Вот это вот перевал. Я не знаю, как точно называется. Внизу ручей Хамыган. Может, так и называется перевал Хамыган. Он весьма такой коварный, особенно если идет снег, гололед.
про него, что самое интересное, редко кто упоминает. Однажды я здесь уже висел, когда даже с базалитом был, я шел ходом, но так и не вышел. На цепях потом цепи надел, подсыпал камней, только тогда поехал. Вот так даже тронуться на цепях не мог, на 4. Он такой затяжной, я вам скажу, хамыганчик. Но, слава богу, несколько дней уже не идет снег, и дорога обслужена. Ну и вроде как проблем особо нету. А так, вот буквально как вон ту крышу домика вот увидели, вот здесь и начинается самое интересное. Здесь дальше никто не может подняться. Режут потихонечку, я так понимаю, режут. Сейчас, ребят, навстречу прошла фура. Говорит, что на Ригах 2 лидера, говорит, висят. Аккуратнее, говорит, они рации выключили, чтобы их никто не ругал, наверное. Так что, говорит, смотри, аккуратно. Ну, по его полосе, то есть по встречной. В общем, вот так вот, ребята. В принципе, ничего не могу сказать там хорошего, плохого. Все может быть. Единственное очень важное заявление. Все, кто едет в западной части нашей страны, сюда, на Дальний Восток, на Якутию, у которых у тягачей, у которых всего лишь одна ведущая ось, у меня убедительная просьба, ребята, берите, пожалуйста, цепи, нормальные цепи с крючками, с зацепами, и желательно побольше. Берите в запас перемычки, ребята. Как минимум цепи должны быть на все колеса, если вы с одной ведущей осью. И запасные перемычки обязательно, потому что они рвутся. Здесь реально такие условия, что нигде нету, наверное, по России. Если оттуда можно было приехать, там, Култук этот пройти. Култук, он, мне кажется, вообще детский. В общем, имейте в виду, друзья мои. Здесь нужны цепи. Цепи есть? Цепей нет. Господа управляющие лидер трансом, это не водители проблема, что они здесь буксуют. Это ваша личная проблема. Это из-за вас проблема на дорогах получается. Потому что они загораживают подъемы, раскорячивают, как попало. Ну, поехали, мы на Ригу залезем. Грейдерочек скоро пройдет, но пока так. Смотрите, что происходит со второй Ригой. Реконструкция какая-то полная прям. Что тут буду делать? Убирать петелечку, что ли? Но что-то делать будут. Вот этот ручей раньше назывался Рига, а сейчас он называется ручей. Поэтому называют перевал Рига. Друзья, встречайте, Верхняя Амга. Смотрите, какой снежок. Рыбачки. Фанаты своего дела. Считается ли эта дорога скользкой? Об этом мы узнаем, если посмотрим в зеркало. Нет, не очень. Где-то не доезжая Улу. Парковочка. Решил выйти немного подышать воздухом. Давно уже не выходил. Перекур небольшой. Машинку посмотрю заодно. Ну что, мерзлота вот эта, наледи, это еще самурки остались. Тут такого нету. Наверное, первым делом брызговички сделаю, когда приеду. Брызговички прям самое необходимое. О, КамАЗик приехал. Ящик, в принципе, чувствует себя неплохо. Я его открывал. Внутри сухо. Сухо прям, идеально. Ну, по идее, конечно, можно тут будет улучшить. Хотя я еще не утеплял. Ни утеплитель, ничего не делал.
Открывал, там ни снега, ничего не было. Привет. Видео снимаешь? Да. Ты не куришь? Нет. Сигарета надо? Да. Есть у меня. Продай пачку. Да, Ну, продать не могу, я могу тебе угостить. ну, потому что хотя бы у меня специально лежит, чтобы... А у нас сколько угощать. до ближайшей там заправки все. Ну, будет, и заправка будет. Ага. Там вот тебе не закрытые. Почему? Знаешь, там еще какой-то. Странно. В общем, угостил сигаретками. Не помню откуда, у меня пачка сигарет есть. Ну, короче, вожу с собой. Вот, например, для такого случая. КамАЗик идет в ту сторону. Ну что насчет радиатора, друзья мои? Давайте посмотрим. Сухо. Сухо, да, здесь? С этой стороны. У меня здесь что, помните? Ох ты! Короче, тут тоже сухо, ни капли. Пока нормально. Пока все хорошо, друзья. Ну, надеюсь, так и будет. Как я и говорил, что с каждым рейсом машинка все лучше. Потому что я уже как бы вижу какие-то просветы, что ли. Понимаете, приезжаешь на конечную, допустим, где-то разгрузка-погрузка. И я хоть понимаю, что сейчас я вот это сделаю, да? И как бы, ну, не торопясь, можно сказать, я сейчас ее сделаю, да? А не то, что приехал, так, мне надо вот это успеть, вот это, иначе я развалюсь по дороге. Было так вначале, ребят. А сейчас я еду и думаю, ну, в принципе, пока вроде нормально даже. Вот недавно новую площадочку сделали, раньше не было. Ручей Кырбыкан с той стороны. С этой стороны тоже Кырбыкан. Короче, площадочка на Кырбыкане. Обычно при плюсовой температуре подразумевается, что все начинает таять. Как вы думаете, сколько сейчас градусов на улице в данный момент? Загадывайте. У вас есть еще 3 секунды. А теперь смотрим на термометр. Плюс 2. Смотрите, ребята, дорога такая, стоит знак и резко другая дорога. Эту дорогу обслуживает другое предприятие. Через годы, через расстояние я к тебе, Якутия, всегда вернусь. Как же ты, Якутия, прекрасна! Я тебя, Якутия, люблю. Ребятки, не знаю, почему там висело объявление. Мы открылись. Кафе Легион. Ну, видимо, может, они закрывались. Было дело. Ну, не знаю, я там кушаю, мне нравится. На рыбке тоже кушал. Ну, тоже нравится. Ну, чем мне нравится Легион, что там такая независимая площадочка. Она как-то мне больше импонирует, что ли. Где развернуться можно, перекачаться. Шиномонтажка там. Хороший шиномонтажник там есть. Подписчик мой. Привет тебе. Легион, друзья. Вот он. Шиномонтаж грузовой. Там почищено, видите? Все нормально. Освещение там. Все такое. Альянс кафешечка, ребятки. Качекадцы проехали поворот. Лошадок пока не видать. Вечер на дворе. Будем смотреть за ними. Листях. Октябрь. А тут снега-то и нету почти. Время 19:09. Местное время. 24 октября 2020 год. Нижний Бестях.
Приехали к Леночке. Вот они, паромчики, друзья мои. Сейчас выйдем на берег, посмотрим, как там дела, какие там цены на корабли нынче. Ребятки, это надо было видеть, а я не взял камеру. Вот это было. Что, залезут в машину еще? Лазика сюда забираем, да? А? Лозик будет стоять до Талова. Ну да, и можно одну легковую вот сюда. Вот. А, есть подкидываем. Лопаты. Или УАЗика сюда вот так вот повернуть. Короче, зимняя переправа, она вот такая, друзья мои. Вот такая. И не иначе. Прицеп сюда завернуть надо. Чтоб сюда легковые заехали. Ну давай, давай. Я-то думал, да он пустой был. Металлом похуярил. Вот так вот. Вот так. Отлично. Если сюда не загоняем. Короче, ребятки, вот так. Шуга уже идет. Вот такая вот она, смотрите. Смотрите, какие миллиметражи, братцы. Вы это видите? Здесь вот. Это капец. Да, серьезные зимние зимние заезды, но я сюда тоже заворачивал. Машина не поворачивает ни хрена. Ну, конечно, вот это Туда. хата загруженная. Ну что, давай, говорит, давай, а куда давай? Ну нормально. Ничего, вроде заехал, нормально. Ну что, можно отдыхать? Все, я заехал. Ясно. Это что, получается, я заехал, он просел, и этот поднялся? Да? Да, наверное.